По программе техперевооружения в Мирном идет интенсивная реконструкция системы тепловодоснабжения. Замене подлежит не только устаревшее оборудование, но и сами строения, теплопункты, с помощью которых осуществляется подача воды и тепла. Один из таких теплопунктов построили в районе Мирнинского аэропорта. Наталья Николаева продолжит. Необходимость строительства нового теплопункта в районе аэропорта возникла давно. Многие годы с отдельной котельной и привозной водой Мирнинскому авиапредприятию и самим жителям жилось нелегко. Ощущались постоянные перебои. Да и городу это обходилось недешево. Теперь же, благодаря вводу теплопункта, поселок подключен к центральному отоплению и горячему водоснабжению, которое осуществляется от северо-восточной котельной. Все здесь автоматизировано, как видите. У нас есть здесь установка комплексного дозирования. Это делается для того, чтобы очищались трубы горячей воды. Эти установки у нас также стоят по всем теплопунктам. Все работы по строительству нового сооружения провели специалисты Управления капитального строительства «Алроса». Завершающий этап – монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования осуществила фирма-подрядчик ИТ «Синтез». А уже непосредственным обслуживанием и эксплуатацией занимается электроучасток предприятия тепловодоснабжения акционерной компании «Алроса». Обслуживание всех теплопунктов города у нас производится электроучастком КТВС, также аварийно-диспетчерской службе обслуживанием, то есть заменой запорной арматуры, заменой насосного оборудования, настройкой КПА у нас занимается электроучасток. Теплопункты, подобные этому, появились в городе сравнительно недавно. Они укомплектованы импортным оборудованием, что повышает надежность и снижает затраты на расходные материалы. К тому же значительно увеличен срок эксплуатации теплопункта. Кроме аэропорта, в ближайшее время предстоит реконструкция теплопунктов по улицам Гагарина и Курченко, которые обслуживают частный сектор. Также новшества в плане тепловодоснабжения коснутся и поселка Заречный. Здесь планируется построить автономную газовую котельную.